Старец в доме, благоденствие в семье. Так звучит ингушская пословица, а если он был еще и очевидцем трагических событий в летописи своего народа, то это настоящая кладезь бесценных, впечатляющих, хоть и печальных историй. Юсуп Эль-Мурзиев был десятилетним мальчишкой, когда вокруг него рано утром начала развиваться непонятная тогда суматоха. Военные с автоматами, разгуливающие по двору, и слезы женщин, прячущих в одежду кукурузную муку. Юсуп в холодном вагоне искренне верил, все образуется, все будет хорошо. В общем, суханно, массовар, примерно, суханно. شو عدو قد شو يعرف شاش تي وخامل كيتشي تويا هم نوق ما قال هم شباب شاش موجر حقيقي سجوا على صحابر صوتي صحابر حقهم حاجات حقهم يحتاجات شو يا أخي جشت موبر تاق باقي بريبي قونخي شيء ملور دا قول وردا بيت مصور قونخ وبشم بعش شيء ملور قونخ دا قول بيت سجى أخوش بير وبحق بولي ما تشامج عوستيه. Депортация – слово, знакомое каждому ингушу, чуть ли не с рождения. Воспоминания старцев, боль народа, перенесшего огромную несправедливость, находят приют в сердцах каждого неравнодушного. В доме Юсупа Эль-Мурзиева собрались самые близкие. Это двоюродные братья и дети. Их корни ведут в село Галгаюрт. Там, в доме Аюба Муллы Эль-Мурзиева, они, точнее их родители и тети, жили, радовались жизни, пока не наступило 23 февраля 44-го. Хадамалюда с халулейни масниза хадамалюда хат шлошант атофот на кахигат сплоченных нап адвалза да хавали шатя хажаха рисковать да шо на халохаш шо ёлжусыз да халуш хакинап 55 года его рождения. В 56 году как ставился. Так, в 56 году уже Алмата халдахатва, да, уже кедик хабаргат, ян хаис, хабаргат, ян. Цо периода, тацагара, я дизуховенов, шивоши, шивоши, ца техава, ца техава, но со под вопросом ханов, ханя шила, мецел, вымахет чода хандаться, цу момента, это хайзда. Юсуп Эль-Мурзиев родился в 1935 году, хотя в документе отсутствует информация об этом. Тогда власти не особо придавали значение таким нюансам. Просто имя, фамилия, национальность и приговор – депортировать. Сейчас он отец 9 детей и уже дедушка, но свежи в памяти те дни, когда по возвращении на родину он, пытаясь обустроить быт, столкнулся с немалыми трудностями. Колхоз, ахоз верви, жалахтедан, уж колхоз бог. Так, вешт арбуро даводер, нагашен ходаяз вахули, прописке хохули, бурот балхудер. Цохули даецер. Ба хана, машта даецер, прописке изди. Современники и будущее поколение должны знать и передавать те страшные страницы истории своего народа, который насильственно был отлучен от своей родины на 13 лет. За это время люди пережили голод, холод, дискриминацию по национальному признаку. Ингуши, несмотря на огромные заслуги в служении Отечеству, в одночасье были объявлены предателями, а народ Казахстана заверили, там в скотных вагонах везут людоедов из диких лесов. Я амиатер положение мой так да ватер масак ватер нахбар юхлал хой цан шой ваша долчи кигина ваша китте цам дуро юх каде цами валда ватчан но осл дуро юх шойчан шт яхкачо дейлар тоюхтар моцл лецелеш.
Даже в тех самых нечеловеческих условиях наши предки сохранили лучшие качества и ценности народа. Чтили Коран, соблюдали сунну, ходили к друг другу в гости и играли свадьбы. Поколение наших дедушек и бабушек для молодежи, для нас с вами навсегда останется примером стойкости и образцом твердости духа. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.